Когда-то, давным-давно, молодой тувинец и самая красивая девушка Хакасии полюбили друг друга и мечтали пожениться. Но богатые родители девушки были против их союза. И тогда влюбленный юноша предложил ей бежать. Когда родители красавицы узнали о побеге, они не смогли пережить позор и наслали на дочь страшное проклятие. Тогда прямо в пути девушка почувствовала неладное. Она слезла с коня и, увидев, как ее тело обращается в камень, горько заплакала. Так появилась гора «Спящая красавица», которая и поныне стоит на границе Тувы и Хакасии. А из слез, пролитых девушкой, возник Енисей, Улугхем, Великая вода, мать всех тувинских рек, берущая свое начало здесь, на древней тувинской земле. Последняя республика, вошедшая в состав Советского Союза, на обширной территории которой живет всего 300 тысяч человек. Для сравнения, это население провинциального российского города, к примеру, Тамбова. Территория всей Тувы – это 170 тысяч квадратных километров. Здесь умудряется ужиться на одной территории северный олень, самый крупный, говорят, в мире, и при этом корабль пустыни, там, допустим, верблюд. По легенде, когда Творец раздавал земли всем народам, малочисленные тувинцы оказались последними в очереди. Им достались лишь крошки. Но какие? Сразу 5 природно-климатических зон. Там есть тундра, там есть вечная мерзлота, там есть ледники, снежники, пустыня, тайга, там есть верблюды и снежные барсы. Большую часть этого края занимают горы. В кольце скалистых хребтов прячутся небольшие прогалины долин, жилки ледяных рек и озера. В горной чаше, как в старинном сундуке, сохранились сокровища тувинского народа, древние традиции, верования и жизненный уклад. Каждый приезжающий сюда попадает как будто бы в совсем другое место, где, возможно, некоторые считают, что время остановилось, тот же пейзаж, те же горы, те же юрты, те же животные пасутся, как и тысячи лет тому назад. Тувинцы живут в своем мире, населенном духами предков, где каждое дерево, каждый ручей священный. Им будто бы вовсе и незачем общаться с другими людьми, ведь они могут чувствовать и понимать саму природу. Тувинец ни одно дело не сделает, ни один шаг, не помолившись духом, не поблагодарив духом. Эта земля до сих пор во многом остается терра инкогнита и для всего мира, и даже для коренных ее жителей. А чтобы попытаться понять Туву сегодняшнюю, надо обратиться к ее истории. К началу 20 века коренной народ этой древней земли оказался буквально на грани исчезновения. Но сейчас численность тувинцев увеличилась в 5 раз. Возрождение Тувы началось, когда она стала частью России. И сегодня это одна из самых быстро развивающихся республик страны. С Россией связано многое, очень многое. Если не большая часть, это культура, это образование, это медицина. Это совершенно другой уровень жизни для республики. Без всяких, что называется, подтасовок и каких-то особых агитаций, в Туве сегодня голосуют за президента нашей страны там, под 90%. Это о многом говорит. Своей письменности у тувинцев не было вплоть до 20 века. Появилась она в 30-е годы, и только благодаря советским лингвистам. А писать и читать большая часть тогдашнего населения Тувы научилась лишь к 50-м годам. Я до школы вообще никакой буквы не знал.
когда вот нарисовали вот так, Потом авай, мама, ачай, папа. Ну, эту букву заговорили. Для нас такой интерес. Как это так, понимаете, заговорили буквы. Для нас тогда была школа, это вообще какое-то что-то такое. С годами у тувинцев сложилось особенно почтительное отношение к книгам. Многотомник Урянхай Тыва Дептер, Урянхай – старое название республики, Дептер в переводе «тетрадь», это огромный подарок, сделанный соотечественником коренным тувинцам, министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Он по крупицам собирал достоверные и авторитетные исследования своей малой родины и в итоге издал их. В какой-то период мне захотелось собрать все, потому что каждый сам по себе это не соберет. Житель республики, он не в состоянии это сделать, потому что это из библиотек в Лондоне, Берлине, других государств. То есть вот собрать это все и сделать для того, чтобы каждый мог это прочитать. Листаешь страницы этой книги, и перед глазами, как в кино, оживает прошлое. Точные доказательства существования древнейшей цивилизации в Туве относятся к VIII веку до нашей эры. Это были легендарные скифы. Они выходят из центра Азии. Именно отсюда вот эти кочевые сообщества продвигаются на большие расстояния. Они впитывают в себя местные этносы, местные народы, смешиваются с ними. Это Финляндия, это Турция и даже Южная Корея считают, что, возможно, и территория Тувы является их происторической родиной. До недавних пор родиной древнейшей цивилизации континента считалась Европа. Однако немецкие ученые выяснили, скифы вышли из Азии. Более того, из самого ее центра, нынешней Тувы. После знаменитого кургана Аржан львиная доля истории древнего мира, она фактически переписывается, потому что был найден курган эпохи ранних кочевников не где-то, а именно на территории Тувы. Раскопки тувинских курганов в долине Царей по значимости сравнимы разве что с Троей. Ведь здесь были обнаружены артефакты VIII-IX веков до нашей эры. Ничего более древнего, принадлежащего скифам, нет нигде в мире. И вся эта долина представляет собой огромное кладбище, посвященное родовым вождям, царям, князьям. На этой территории находится более 300 курганов, но точное число до сих пор еще не подсчитано. Одно из этих погребений принадлежало скифскому царю и царице, похороненным в полном облачении. Вместе с монархом были погребены слуги, стража и 14 лошадей. Чтобы обмануть мародеров, древние архитекторы специально расположили усыпальницу скифского вождя с краю 80-метрового кургана, а не в центре, как это было принято. Это место обозначено вот такой выкладкой сейчас. Здесь, на глубине около 1,5–2 метров, находился сруб. Мужчина и женщина были уложены рядом, практически повернувшись лицом друг к другу. В полной сохранности были кости. Золотые нашивки на одежде, они повторяли очертания самой одежды. По данным анализов, золото добывали прямо в Туве. Царские одежды и оружие украшены особым звериным орнаментом. Это скифский опознавательный знак, их визитная карточка. Общий вес находок – 20 килограммов чистого золота. Сокровища хранятся в Национальном музее Тувы в столице республики Кызыле. Перед нами шедевр мирового искусства. Золотая гривна. Она весит 1 килограмм 503 грамма. Это литье. Вот этот золотой обруч, золотая гривна, являлась символом царской власти. Один из лучших примеров скифского анималистического стиля.
Около 130 филигранно вырезанных косуль, кабанов, баранов, верблюдов, лошадей и диких кошек закручены в спираль по всей длине гривны, короны скифского царя. Древние кочевники обожествляли животных. Большинство скифов были чабанами, то есть пастухами и охотниками. Чабанство для кочевых народов – это целая философия, рождающая особый жизненный уклад, который практически не изменился со времен скифов. Природа здесь способствует тому, чтобы перспективное направление как животноводства она получила большую поддержку. Потому что так занимались наши предки хозяйствованием, так будет, скорее всего, и наши внуки, правнуки этим заниматься. Даже в 21 веке коренные тувинцы предпочитают юрты городским квартирам, а разведение скота и охоту – скучной работе в офисе. Раньше в этой долине, в 300 километрах от столицы, в районе Бай-тайги, Бай значит богатый, веками пасли стада несколько семей. Со временем они разрослись, и сейчас все родственники ежегодно собираются на земле предков, чтобы почтить их память. Они устраивают традиционный чабанский праздник Надын. Праздничный день начинается с буддистской молитвы, затем состязание, национальная борьба хурэш и скачки. 3 заезда. Всадники в основном очень молодые. Чем младше наездник, тем он легче. Прямо во время забега и судьи, и болельщики горцуют на лошадях впереди спортсменов. И понять в этой куче молек, кто участник заезда, непросто. Поэтому судья сразу после финиша вручает победителю табличку с номером 1. Сегодня повезло 15-летнему Чимиту. Я очень рад своей победе, хотя она у меня уже 3-я. Я уверен, что буду лучшим и на следующий год. Хочу посвятить победу своим предкам. К концу дня над долиной разносится запах баранины. Вареная баранина – это национальная тувинская еда. Пока в огромных чанах по старинным рецептам предков готовится мясо, тувинцы поют национальные песни и рассказывают легенды, которые раньше в каждом роду передавались из уст в уста. Чабанов также называют аратами, что в переводе значит «животновод». Тувинец Мерген – потомственный арат и охотник. Его отец, дед и прадед испокон веков пасли скот на этой земле. Чабан живет сообразно законам предков, хотя и не отказывается от современных технологий. Нынешние араты предпочитают коню уазик, и в их юртах проведено электричество от солнечных батарей. А лук со стрелами давно сменили полуавтоматические ружья. Тувинские чабаны не только пасут стада, но и охотятся. Каждый раз перед отправлением на охоту надо получить благословение старшего члена семьи. Помолившись, бабушка окропляет землю молоком. Все, что делают из молока в Туве, священно. Это белая пища, самое полезное и вкусное, что может дать мать природа. И чтобы заручиться поддержкой духов местности, необходимо угощать именно ею. Все зависит от удачи. Я очень удачливый охотник, но иногда тоже казусы случаются. На этой чабанской стоянке 2 юрты. Одна принадлежит Мергену, вторая – его брату. У Мергена сыновей нет, только дочь. Поэтому на охоту себе в помощь он берет племянников. Обычно ждешь, пока покажется зверь, и смотришь по обстановке, как лучше к нему подойти, откуда ветер. Главное, незаметно подобраться как можно ближе, потому что убить зверя надо обязательно с первого выстрела. Если ранишь, он убежит, и за ним придется очень долго гоняться.
В таежных лесах Тувы водятся моралы, изюбри, лоси, медведи и множество другой дичи. Правда, летом на этих животных тувинцы обычно не охотятся, потому что боятся случайно убить самок, которые осенью принесут потомство. Исключение составляют лишь горные козлы, которых в этих местах очень много. До наступления темноты Мерген пытается выгнать животное из чащи. Для этого нужно просто идти и громко хлопать в ладоши. Горные козлы боятся хлопков куда сильнее, чем, к примеру, треска двигателей или громких разговоров. Вот это вот лёжка козла, вот недавно здесь лежал он, свежая почти. Трава примятая, и поднялась трава. А если он всю ночь лежал бы, вот здесь вся трава лежала бы. В этот вечер охотникам не повезло. Темно совсем. Не видно уже ничего. Завтра продолжим. Хорошо, дядя, но надо переночевать. Пойдем к остальным. Чтобы завтра продолжить поиск горных козлов, чабаны вынуждены заночевать прямо в лесу. Они организуют привал и за ужином травят охотничьи байки. Первого зверя я убил в 12 лет. Это был самец косули, рогач. Самый незабываемый день в моей жизни. Мне пришлось тащить огромную тушу на себе, так что из носа пошла кровь. Но я дотащил зверя до юрты. Я был горд собой, и мои родители тоже. Утром поиск добычи продолжается, а зверя все равно нигде нет. Как будто тайга опустела. Наверное, духи не хотят помогать охотникам и специально путают звериные следы. Получается, что предки не зря завещали не охотиться летом. В медвежий череп Мерген вкладывает патрон. Это подношение хозяину леса. Охотник молит высшие силы о помощи, ведь уже много лет он не возвращался после охоты домой с пустыми руками. По старинной тувинской традиции без убитого зверя назад дороги нет. Мерген с племянниками уходят в тайгу. Вплоть до 20 века Тува никогда не была самостоятельным государством. Уренхайский край, так русские веками именовали эту землю, изначально находился в составе татаро-монгольской империи, а после ее распада стал частью средневекового азиатского государства Алтын-ханов. Однако уже с 18 века, когда Тува вошла в состав Великой Китайской империи, все больше внимания к центру Азии стала проявлять и Российская империя. К тому моменту ей принадлежали все граничащие с Уренхайским краем области, кроме Монголии. В 60-е годы XIX века пошла волна русских переселенцев, причем независимая от государства. Поселялись люди, которые хотели, в принципе, хотели свободы. И эту свободу они получали в Туве. До 2014 года это вообще, так сказать, территория была запредельная. Вот. И после 2014 года вообще-то и такой вот негласный, что ли, такой был план заселить эту территорию с самыми такими вот предприимчивыми, энергичными, могущими постоять за себя людьми. К концу 19-го, началу 20 века в Туве уже существовало несколько официальных русских поселений. Тогда же идею о возможном присоединении Уренхайского края к России стали обсуждать вслух и в высочайших кабинетах. В 2011 году в Совете Министров было такое специальное собрание совещание по поводу Уренхайского вопроса. И где там говорили, что непреложных доказательств, что эта территория относится к России, нет. Но эта территория, где есть на 50 тысяч туземного населения, есть 5 тысяч русского населения, есть русские интересы.
Царское правительство очень было заинтересовано вот, во владении и мирном проникновении в Ульяновский край. Изучали очень внимательно и настроение населения, как русские здесь живут, какую выгоду российское правительство может иметь в Туве. Особенно природное богатство, те золотые прииски, те промышленные предприятия, кустарные предприятия, которые здесь очень активно развиваются. По инициативе русских купцов, владевших приисками, была построена первая в крае дорога – Усинский тракт. Правда, поначалу она использовалась лишь для вывоза благородного металла в Россию. А сегодня тракт считается историческим участком федеральной трассы М-54 «Енисей», которая идет от Красноярска через Хакасию и Туву к границе с Монголией. До сих пор эта дорога остается практически единственным доступным путем в республику. Сегодня у нас рейсового самолета Кызыл-Москва нет. Тува находится в некоторой такой трудной доступности. Это один из тех немногих регионов, в котором нет железной дороги, например. Однако почти 500-километровое путешествие из Абакана в Кызыл, которое вынуждены совершать большинство желающих попасть в республику, того стоит. Виды идеально красивые, словно не настоящие, как с рабочего стола компьютера, надолго остаются в памяти. На границе Красноярского края и Тувы стоит Ова, символ одной из самых древних религий в мире – тенгрианство. Тенгри в переводе «небо». Древние тувинцы ставили деревянные алтари, устремленные ввысь, чтобы поклоняться небесам. Со временем здесь стали проводить свои ритуалы шаманы, а с пришествием буддизма местные жители стали украшать Ова разноцветными ленточками и мантрами. Сегодня в Туве мирно сосуществуют две религии – и коренное шаманство, и приобретенный буддизм. Если спросить конкретно тувинца, кто ты, чаще всего он скажет: я буддист. Но если начать спрашивать его дальше, а во что ты веришь, и выяснится, что он, конечно же, верит и в хозяев местности, и, значит, в разговор с умершим, который исполняет и отправляет только шаман. Шаманизм – вера в сверхъестественную возможность избранных общаться с духами. Вселенная, считают шаманы, состоит из трех миров. Верхнего, где обитают божества, среднего, населенного людьми и духами, и нижнего, куда уходят души умерших. Тувинский шаманизм – это древнее, вот это, как человечество. У каждого шамана обязательно есть свои амулеты, вместилище духов-помощников. Но главный инструмент – бубен. С его помощью шаман совершает астральное путешествие. Это его конь, которого как плетью подгоняют колотушкой. Во время ритуала шаман впадает в глубокий транс. Так он сливается с природой и может общаться с духами. Просить у шамана можно о многом. Исцелять болезни, призывать удачу или даже отомстить врагу. Шаман-медведь уверяет, древней магии подвластны не только отдельные личности, но и целые народы. Ночное камлание – древнейший ритуал шаманов. Мы будем молить духов о том, чтобы они ниспослали тувинскому и русскому народам долгого мирного совместного существования в честь столетия нашего объединения. Хотя древнейшая религия тувинцев – шаманизм, сегодня большинство из них – буддисты. Они исповедуют тибетский ламаизм. У Далай-ламы даже есть своя программа на кызыльском телевидении. Правда, учение Будды появилось в этих краях относительно недавно. Во времена Синьской империи китайцы и монголы насаждали его, насильно обращая тувинцев в свою веру. Соседи тувинцев были жестокими хозяевами Уренхайского края почти 2 века, с 18 по 20. Тувинский народ как бы зажатая пружина. То есть там китайские, монгольские там эксплуататоры давили,
не давали развитию культуры этого народа. Пытки и казни за малейшее непослушание и непомерные налоги со стороны китайских чиновников привели к середине XIX века к крупнейшему восстанию тувинцев. Памятник Алдан-Маадыр 60 местным богатырям, пытавшимся покончить с китайским диктатом и погибшим за свободу своей родины, стоит посреди Байтайгинской степи. Немое напоминание о том, как тяжело жилось тувинцам под гнетом власти, плевавшей на судьбу их маленького народа. Но в 20 веке ситуация кардинально изменилась. В 19 году и Монголии, Западной Монголии, и Туве начинается такое очень серьезное национально-освободительное движение. Тувинцы изгнали из своей территории китайских купцов. А в декабре 2011 года Монголия объявила независимость свою. Поэтому Тува оказалась свободной, во-первых, во-вторых, уже ничейной. Но оставаться независимым государством, ослабленная веками поборов Тува, не могла. Да и освобожденная Монголия, и даже охваченный гражданской войной Китай не хотели так легко отказываться от столь богатых земель. Они считали древний Урянхай своей собственностью. И, пойди история по другому пути, возможно, тувинцев ждала бы судьба скифов. Они могли исчезнуть, если бы не Россия. Ну, собственно говоря, Россия своим мощным влиянием вырвала из китайского влияния Туву и сохранила Туву как нацию. Китай слабел, Монголия тоже себе... То есть в той политической ситуации они поняли, что русское покровительство – это оптимальный вариант для развития. Часть тувинских правителей растерялась, куда держать путь. Или оставаться в составе Синской империи по старой привычке, или Монголии, или уже часть тувинцев стали смотреть на российскую сторону. Найоны, местные князья, не могли сойтись во мнении. И в этот судьбоносный для Тувы момент на передний план вышел самый молодой Найон – Буян Бадыргы. В дневниках жены одного из путешественников, посетивших Урянхайский край, сохранилось описание юного князя. Это был очень миловидный на лицо человек, скорее с европейской внешностью даже, чем с азиатской. У него были большие открытые глаза. Он всегда был очень чисто, красиво одет. И вот на стол, когда он угощал, подавали тоже европейские стаканы, очень чисто помытые там и все такое. Раньше в культуре тувинцев, в общем-то, вот эта чистота, она как-то не очень была. Но факт есть факт, что 16-летний Буян Бадыргы начинает править самым большим хашуном в Туве. Кажуунами или хашунами раньше назывались тувинские княжества. Сегодня это муниципальные районы республики. Их в современной Туве 17, а в начале 20 века было всего 5. Образованный Буян Бадыргы, в отличие от большинства тувинских князей, которые и в 20 веке оставались безграмотными, взял курс на сближение с Россией. Буян Бадыргы, который несколькими годами ранее писал прошение Николаю II о принятии Тувы в состав России. И причем он там аргументировал очень, что все-таки Урянхайский край, как тогда Туву называли, он должен принадлежать по праву России, а не какой-либо иной державе, в том числе и Китаю. И ему нужно было сделать так, чтобы этот народ выжил. Юный князь смог всеми правдами и неправдами уговорить остальных найонов подписать этот исторический документ. Николай II написал одобрительный вот такой согласен, резолюцию поставить. Осенью официально представитель, комиссар Урянхайской земли объявил тувинскому населению о том, что Тува уже является частью Российской империи. К 17 июля 1914 года между Россией и Урянхайским краем была официально установлена особая форма отношений – протекторат. При нем одна страна признает над собой верховный суверенитет другой, прежде всего в международных делах, однако сохраняет автономию во внутренних.
уклад жизни сохранялся. Обычаи, традиции, верования, все это оставалось за тувинцами. Только вот внешняя политика, внешнее управление, также судопроизводство, другие моменты уже относилось к ведению царского правительства. В этом же году началось строительство столицы Уренхайского края – Белоцарска, современного Кызыла. В то время крупных поселений в Туве в принципе быть не могло, так как все ее население составляло 60 тысяч человек. Однако административный центр был все же необходим. В 2014 году было принято решение административный центр Тувы построить на этом месте. Это правый берег Енисея, у подножия этой высокой горы. А тувинцы назвали это место Хембелдир, слияние двух Енисеев. Так, в географическом центре Уренхая и всей Азии был заложен первый тувинский город. Правда, название Белоцарск не прижилось. Через 3 года после установления протектората в России грянула революция. Началась гражданская война, в которую невольно была втянута и Тува. В 1919 году вот у Енисея, реки Енисея, состоялось очень крупное сражение. Большевики одержали победу, они предложили Белоцарск переименовать в Красный город. А в 1925-м столица обрела свое нынешнее тувинское название – Кызыл, что в переводе значит «красный». Разбомбленный в гражданскую войну город пришлось отстраивать практически заново. Но и сегодня, спустя век, Кызыл – это большая стройка. Новые жилые дома, офисы, предприятия и вузы появляются по всей столице. Даже знаменитый обелиск «Центр Азии», символ Тувы, и тот сейчас реставрируют. А на площади рядом с Национальным музеем возводят памятник тому самому Буян-Бадыргы. Более того, сейчас вся Тува готовится к стройке, пожалуй, самой важной в истории республики. В 2018 году при поддержке федерального правительства России в Туве откроют первую железную дорогу. Было принято постановление правительства России, связанное по поводу поддержки нашего основного, пожалуй, проекта сегодняшнего. Это строительство железной дороги Кызыл-Курагин. Согласно проекту, 288 километров будут проложены по территории Красноярского края, а 123 километра по территории Тувы. Несмотря на то, что в республике трасса пройдет по знаменитой долине царей, стройка практически не нанесет ущерба захоронениям, сохранив археологам поле деятельности. Более того, в планах на будущее стоит объединение Тувинской дороги с Китайской. Возможно, уже в ближайшие годы поезда из Кызыла пойдут как в Красноярск и Москву, так и в Пекин. Но воплощать в жизнь столь грандиозные проекты сегодня стало возможно лишь благодаря помощи России на протяжении всего 20 века. Мы себя чувствуем довольно неловко, будучи высокодотационным регионом, и мы хотим быстрее наверстать эту свою изолированность, это свою неразвитость инфраструктуры. Поэтому в этом отношении, конечно же, мы нуждаемся в государственных формах поддержки. И эту поддержку нам государство реально осуществляет. Вот мне достаточно сказать, что, допустим, в этом году мы заканчиваем проектирование аэропортового хозяйства. Именно русские проложили здесь ЛЭП, создали тувинскую письменность, построили университет и сделали многое другое. Но и Тува платила лишь преданностью и верностью. Раз выбрав Россию в друзья, тувинцы уже не бросали ее никогда, как бы тяжело им ни было. Я другого пути для республики не видел и не вижу. Только в составе России, вместе с Россией, потому что этот выбор сделан абсолютно осознанно. Во время гражданской войны Тува не отказалась от совместного развития с Россией. Наоборот, она добровольно начала перестраиваться под социалистическую модель. Правда, поначалу советские чиновники хотели отдать Уренхайский край Монголии, но изменить ход истории смог русский,
бывший купец Иннокентий Софьянов. Он вырос в Туве и с детства всем сердцем полюбил эту землю и ее народ. Иннокентий Георгиевич, проникнутый вот такими искренними чувствами к Туве, он поставил вот такую цель – сделать Туву независимой. Именно Софьянов, человек, пользовавшийся громадным авторитетом среди тувинцев, смог уговорить нойонов провозгласить Туву независимым государством. Он мечтал, чтобы свободная Тува могла развиваться рука об руку с советской Россией. На 1921 года с 13 по 16 августа состоялся съезд. Была принята Конституция, которая была предварительно тоже разработана русской делегацией. Так появилась Тувинская Народная Республика, сокращенно ТНР, или ТАР – Тувинская Аратская Республика. Новое государство оставалось под надежным присмотром большого брата – Советского Союза. Тувинцы, конечно, сразу почувствовали большую помощь. Притом безвозмездно. Еще будучи самостоятельным государством, Тува, благодаря Советам, смогла сделать резкий скачок в цивилизацию. В каждом кожууне начали строить школы и больницы. Появились первые легковые и сельхозмашины. Ведь для простых аратов трактор тогда был сродни чуду. Многие тувинцы получили высшее образование в московских вузах и вернулись домой специалистами. Когда появилась там первые самолеты, авиация, первые машины, там много про эти тоже истории ходят в республике. Первые 2 машины, они были, значит, в соседних там хозяйствах. Дорог не было, вот они там параллельные дороги ехали, ругались там друг на дружку, что моя быстрее, там нет, моя быстрее. Это мне рассказывал отец. В конце концов, там кусты, эти 2 дороги сходятся, и они там, значит, вот встретились. 2 машины на всю республику. Однако помимо огромного количества положительных моментов, негласный протекторат имел и другую сторону. В 30-е годы волна репрессий затронула и Урянхай. Одной из первых жертв стал, пожалуй, самый прорусски настроенный тувинец – Буян Бадыргы. Менялось время, менялись взаимоотношения, менялась политика в России. В конце концов, он был арестован в 1932 году, в марте месяце, и был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу. Ему не было еще 40 лет. Помимо политической элиты, в 30-е годы репрессиям подверглось и тувинское духовенство. Шаманы, правда, пострадали в меньшей степени, а вот буддистский хлам большевики убивали без разбору. Монастыри, так называемые хурея, грабили и сжигали. Мы находимся у Чеданского хурея. Именно здесь Лапсан Чамзы, духовный лидер тувинских буддистов, и дядя Буян Бадыргы собрал хурал, на котором было написано прошение русскому царю о протекторате. Чаданский хурея был самым древним буддийским монастырем на территории Тувы. Возможно, именно поэтому большевики решили уничтожить его первым. Они хотели камня на камне не оставить. Однако древние стены смогли выдержать даже артобстрел. Теперь эти стены священны. Надо помолиться. Давай. Но сегодня в новой России строится огромное количество монастырей. Духовная жизнь вернулась и в Чадан. В 20 метрах от развалин уже отстроен новый хурея, точная копия старого. Деньги на него собирали всем миром. И для привлечения внимания в течение 15 лет у остова старого хурея устраивали фестивали тувинского горлового пения. Горловое пение – один из брендов нашего народа. В основном все наши песни про природу Тувы и ее древних жителей, их проблем и мечты. Но в горловом пении есть несколько стилей. Самый древний и сложный называется хоомей. Уникальность стиля хоомей в том, что исполнитель извлекает сразу 2, а иногда даже 3 ноты одновременно. То есть получается многоголосное соло.
Многие иностранцы приезжают в Туву учиться этому мастерству, а некоторые даже остаются здесь жить. Поразительно низкие ноты берет эта хрупкая на вид девушка, японка по национальности. Мао Терада прекрасно говорит по-тувински, хотя лишь несколько лет назад переехала в крохотный по сравнению с ее родным Токио Кызыл. Однажды, еще в Японии, услышав пение Хоомэй, она решила посвятить жизнь этому завораживающему искусству. Горловое пение – это связь с природой. Когда поешь, будто становишься ее частью. Хоомэй, как шаманский бубен, помогает совершать путешествие внутрь себя. В Туве я живу в гармонии с природой и нисколько не скучаю по Японии. Сейчас там слишком много цивилизации. Раньше Япония была такой же, как Тува. Было больше духовности и меньше наносного. Как хорошо, что в России малые народы сохранили свою идентичность. С каждым годом популярность Хоомэй растет во всем мире. Фестивали горлового пения устраивают даже США, Корея, Голландия и Германия. Хотя с Германией Тува до сих пор формально находится в состоянии войны. Еще со времен Второй мировой. Все потому, что войну Третьему Рейху в 1941-м объявляла независимая Тувинская республика. С 1941 года Тува уже поняла, кто друг, а кто враг. И 22 июня был срочно создан 10-й Великий Хурал Республики Тува, на котором приняли декларацию о том, что объявляется война. Говорят, Адольф Гитлер, узнав, что Великой Германии объявила войну неизвестная страна ТНР, потребовал глобус. Фюрер долго пытался найти столь наглую страну, но так и не смог, поэтому ничего тувинцам не ответил. Может, решил, что это шутка, однако в ТНР к войне отнеслись крайне серьезно. Тувинская Народная Республика была перестроена срочно на военный режим. По нашим подсчетам было принято более 10 тысяч, около 15 тысяч заявлений от граждан о том, что хотят добровольно воевать на стороне СССР. В помощь своим советским братьям была готова встать под ружье четверть всего населения республики, но отобрали лишь 200 лучших охотников, которых отправили на передовую, создав особый Тувинский полк. Тувинские добровольцы не знали, что такое отступление, невыполнение приказа командира и так далее. Вот уставные требования четко исполняли. За отчаянную храбрость в бою дивизию, где служили тувинцы, нацисты прозвали «Der Schwarze Tod» – «Черная смерть». При освобождении сел у убитых фашистов советские воины и тувинские воины нашли несколько писем, адресованных родным и близким Германии. И там написано о том, что вот на нас наступает дивизия черной смерти. С первых дней войны тувинский народ начал собирать и материальную помощь для СССР. Всю войну и последовавший за ней процесс восстановления хозяйства Тува отдавала братским народам все, что могла. Все во имя победы, все во имя фронта. И так был отправлен полностью золотой запас тогдашней Тувинской Народной Республики. Так было отправлено только 50 тысяч боевых коней, лошадей. А для тувинца это особая ценность. Более миллиона скота было направлено впоследствии, в том числе на восстановление Украины. Только сейчас, буквально последние 5-7 лет, удалось восстановить то поголовье скота, которое было до военного времени. Из 200 добровольцев после войны на родину вернулось меньше сотни. Но героев войны встретила уже другая страна. В 1944-м Тува вошла в состав Советского Союза на правах автономной республики. Тува всегда была на особом счету, и, наверное, это тоже наложило свой отпечаток, потому что для Тувы были особые условия по обеспечению республики, по поставкам туда техники, специалистов. Этого нельзя забывать. Но постоянно
присутствовало вот такое стремление, что ли, республики к дальнейшему развитию. Конечно, за столетнюю совместную жизнь в большой коммуналке бывали и тяжелые времена. Но даже в лихие 90-е тувинцы смогли сохранить себя и то лучшее, что дал им Советский Союз. Правда, не обошлось и без серьезных потерь. Самый знаменитый в СССР заповедник оленей Маралов в 97-м был уничтожен. К счастью, сегодня положение выправляется. Если вы интернет откроете, то вы там увидите, что ореол жизни дикого морала самое большее количество именно здесь, в Туве. А значит, и приучить их тоже особого труда не составляет, потому что этим занимались наши предки. Величественные олени красовались еще на скифских украшениях, а с недавнего времени морал стал символом Национального музея Тувы. Издревле моралов разводили не ради шкур и мяса, а ради понтов, как шутят тувинцы, хотя правильно пантов. Это только что выросшие оленьи рога, еще не успевшие затвердеть. Медициной давно признаны чудесные свойства пантов-моралов. Говорят, те, кто употребляет их в пищу, живут в среднем на 30 лет дольше. Сегодня современная медицина именно доказывает и говорит, да, действительно, это особо омолаживает и действительно дает такую особую реабилитацию человеческому организму. В 90-е мародеры выломали ворота в тувинском хозяйстве, и олени разбежались. Но сейчас восстановление мораловодческого комплекса – одна из первоочередных задач республиканского масштаба. В Сибири наша республика является на душу населения на первом месте по количеству скота. В России, по-моему, на 4-5 месте мы находимся. По итогам 2013 года по иностранным инвестициям в основной капитал мы вошли в 4-ку вообще регионов Российской Федерации, и мы этим гордимся. В Туве сегодня, помимо животноводства, развивается еще и горнодобывающая промышленность. Предприятия возникают на базе месторождений цветных металлов, асбеста, каменного и коксующегося угля. Быстрыми темпами идет развитие туризма, особенно активного экстремального отдыха. Но, конечно, основной ценностью Тувы всегда были не полезные ископаемые, не целебные панты моралов и даже не скифское золото. Настоящее богатство республики – ее народ. Добрый, трудолюбивый, самоотверженный. Я очень люблю этих ребят, которые идут на каникулы или на выходные. Да, километров 30-40 он шлепает там. Ну, 40 много, но тридцатник ходят ребята там. Клопы такие, идет с ранцем. Растут самостоятельными ребятами, так сказать. И он знает, куда идти, он знает, что его никто не обидит. Он идет уверенный в себе абсолютно. Он знает, что он зайдет в любой дом, в любую юрту, его обязательно там обогреют, накормят, и никто его не выгонит. Это всегда было и всегда будет. Конечно, первым в списке знаменитых тувинцев стоит имя героя России, министра обороны Сергея Шойгу. Он родом из Чадана, городка, близ которого было подписано прошение о протекторате. Воспоминания о своей родине всегда замечательны, потому что это все, что связано с первыми шагами, с школой, друзьями. Из таких хороших воспоминаний, конечно, учителя. Учительская среда формировалась из тех, кто приехал и до 1914 года, и после 1914 года, и те, кто был туда отправлен в ссылку в известные времена после 1944 года, да и до, кстати сказать, тоже. Это такая особая среда, не случайно в городе стоит памятник первому учителю. А второе – это такая, сегодня это может звучать странно, но потрясающее ощущение свободы. Свободы, когда ты мог делать все то, чем ты хотел заниматься. Тува рождает талантливых людей. Будь то любимый актер культового японского режиссера Акиры Куросавы Максим Мунзук или известная на весь мир певица Сэйнхо, совмещающая традиционное горловое пение с современными музыкальными течениями. А талант юной тувинской художницы критики сравнивали с дарованием Пикассо.
Это не просто девочка, которая совместила в себе тувинскую и русскую кровь и генетику. Это девочка, которая сейчас на нас с вами смотрит с неба. Потому что в 1995 году Российское общество астрономов открыло особую планету, и ей было дано имя Надежды Рушевой. Сегодня Наде было бы немногим за 60, но гениальная девочка в 17 лет умерла от врожденной болезни. А знаменитой она стала еще в раннем детстве. Талант Нади раскрылся уже в 3 года. В Академии художеств СССР о ней заговорили именитые художники. С возрастом ее картины стали достоянием всего мира. После себя Надя оставила около 10 тысяч работ, большинство из которых хранятся в Национальном музее Тувы. Мы, когда видели, как рисует Надя, мы были в изумлении, мы были удивлены, потому что удивительно точные линии, без подчистки ластиком. Она рисовала так, будто только ей одной видимый силуэт проступал на бумаге, а ей оставалось лишь обвести его. Однажды с Надей познакомился знаменитый советский художник-анималист Василий Ватагин. Он попросил маму девочки, тувинку Наталью Ажик-Маа, только об одном – не учите ее ничему, не отдавайте в художественные школы и училища. Такой талант разовьется сам. Те же мудрые слова можно отнести и к исторической родине Нади, Тувинской земле. Приезжая сюда, будто в машине времени возвращаешься в далекое прошлое. Однако каждый, кто хотя бы попытался понять и полюбить Туву, прежним уже никогда не будет.